Не было никакой большой сделки, не было никакой маленькой сделки, вообще не было никакой сделки. По той простой причине, что русские очень быстро поняли, что их вернут просто так. И можно ничем не И можно вообще ничего не делать. Да. И это позор европейской дипломатии. И я говорю об этом тебе, я говорил это в интервью Financial Times, и это все разлетелось на всю Европу, и за мной ходили там послы некоторые и говорили, что я был слишком жесток. Но я сказал очень простую вещь. Это не дипломатия. Это капитуляция Совета Европы перед Россией. Потому что дипломатия – это когда все делают уступки и сходятся на каком-то общем результате. А когда одна сторона, причем виноватая, не делает ничего, а другая сторона делает все, ломает себя через колено, знаешь, там кто-то ломает через колено, а тут сами себя сломали через колено. Это не дипломатия, это капитуляция. Поэтому русские очень прекрасно все это понимали, ни на какие сделки они не шли, никаких сделок не было, они играли в классическую русскую игру «разводняк», смысл которой заключался в том, что намекать, что как бы вот мы тут сейчас вот еще чуть-чуть и все получится, а на самом деле ничего не делать. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала как возможный вклад России. Входной билет. Входной билет России, да. Украина заявила очень четко нашим партнерам, к их удивлению, что моряки – это вопрос Международного морского трибунала. А мы требуем освобождения политзаключенных и прекращения репрессий в Крыму как входной билет для России. Нас выслушали, но ничего, ни к чему это не привело. В дальнейшем, еще раз говорю, могли бы, это дипломатия. Мы говорим, это дипломатия, это как бизнес. Можно вести кучу переговоров и почти согласовать контракт, но в результате не поставить под ним подписи. Так и здесь. Очевидно, что были консультации, просили о чем-то русских, французы, немцы о чем-то их просили там. Но россияне прекрасно понимали, что делать-то ничего не надо. Они же умные люди. Они же все видели.